говорить о каких-то других, о частностях. Может быть, обсудим чью-то страницу, кому это Коллеги, интересно. я хотела бы попросить вас всех переименоваться. Там админ у нас есть, а, чтобы было понятно, чтобы мы смогли свериться с нашим списком зарегистрировавшихся. Хорошо? Можно даже просто в чат написать, это админ и рядом имя и Да-да-да, вы главное в служба. чат И служба. напишите, я все это зафиксирую. Ну, 5 минут уже прошло, нас уже 11 человек, что уже хорошо. Давайте я вам пока представлю нашего спикера. С нами сегодня будет Джилдыса Распакова. Она в долгое время работала в агентстве Акипресс, потом была редактором в русской службе Азаттыка. Сейчас она сотрудничает с редакцией «Настоящего времени». И также самое главное, это она занимается консультацией в продвижении социальных сетей. Как раз-таки сегодня мы будем это разбирать. Джилдыс, я вам даю слово. Да, всем привет. Пока еще нет всех, мы можем поговорить с вами Вы можете задать вопросы о том, что вас интересует по поводу ваших страниц, да? Вот, я пока отвечу на эти вопросы, либо можем сразу начать. Что будем делать? Давайте сразу начнем. Угу. Окей. Тогда... Минутку. Всем видно, да? Да, Мы будем видно. говорить... Всем хорошо видно, нормально? Да, нормально. Мы будем говорить сегодня об анализе соцсетей, но я сегодня хотела бы начать с такой темы, что такое СМИ. СМИ – это совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств, то есть подразумевает сбор, обработку и распространение сообщений. Ваши социальные сети, то есть если раньше, лет 50 назад, для того, чтобы распространять информацию, кому-то нужно было иметь типографию, печатные станки для того, чтобы печатать газеты, для кого-то нужно было иметь радиочастоты, да, телевизор и вышки для того, чтобы передавать цифру, то сегодня вы с вашей социальной сети являются так называемыми с вашими СМИ для того, чтобы распространять информацию. Почему мы с этого начинаем? Потому что вы можете увеличивать свой контент и доставлять информацию до аудитории через ваши страницы. Конечно, использование СМИ не исключается, это тоже основная работа, но если вы будете развивать и ваши страницы, то вы сможете доносить людям совершенно другую информацию, повышать доверие, улучшать имидж, да, потому что не все сообщения государственных органов либо каких-то организаций принимают СМИ и печатают их. У вас есть другая, более, может быть, интересная и важная информация, которую вы хотите донести. Как можно это сделать? Вообще, для каждого СМИ на начальном этапе обязательно сформировать стратегию и сделать свой контент-план. Это самые важнейшие документы, особенно в начале работы. Да? Есть государственные органы, где службы, возможно, уже систематизировали свою работу, настолько ее отработали, что им какие-то документы такие не нужны, но все равно это нужно. Но для того, чтобы начать развивать и понимать, что происходит у вас на страницах, и развивать эту страницу, поднимать ее, вам всегда нужен и обязательно нужен контент-план и стратегия. Нужны. Зачем вам это нужно? Вы сможете понять, какая цель у вашей организации, как эффективно вы это делаете. Давайте поговорим о ваших целях
Сейчас мы будем вместе все разговаривать. Я буду спрашивать по очереди, кого я здесь вижу. Задавали вы себе вопрос, вашу цель, вашего продвижения в социальных сетях? Какие вопросы вы себе вообще задавали? Какая у вас цель, у вашей организации? Вот у нас есть, я вижу, Айнура Асанбаева. Вы меня слышите, да, Айнура? Айбек. Здравствуйте, да, я слышу вас. Вы вы из какой организации? Нет, я сейчас временно не работаю, я в мэрии работал в пресс-службе. Угу. Вы, когда работали в мэрии, задавали себе этот вопрос, какая цель вашей организации, что вы хотите донести до вашей аудитории, и кто ваша аудитория? Так как у нас муниципальный транспорт был, просто надо было цель, это как бы объяснить, что наша техника и морально, и технически устаревшая, и что как бы нашей вины нету здесь, как бы частичная, возможно, есть, но очень трудно было объяснить всем, как бы, всем горожанам, бишкекчанам, что моральные и технически изношенные техники как бы не в состоянии удовлетворить все запросы горожан. Угу. А еще? Я вижу Айзада. Давайте с Айзадой поговорим. Айзада, какая у вашей организации цель и из какой вы организации? Здравствуйте, я из организации пресс-службы ГУВД города Бишкек. Получается, наша цель довести до горожан достоверную информацию или дать опровержение, которые на резонансные дела, на громкие дела, дать правильные пояснения и, конечно же, позитивного характера, чтобы о милиции хорошо думали наши горожане и уважали. Вот. А Гульмира? Спасибо большое, Айзада. Да, это я, да, Гульмира, там одна же, да? Да. Ой. Значит, я представляю Государственную пограничную службу. Мы информируем общественность, вообще население страны о тех мероприятиях, которые проводятся в Государственной пограничной службе, кроме того, по охране и защите государственной границы. Кроме того, информируем об изменениях, которые происходят в пограничном законодательстве, это о правилах пересечения государственной границы, ограничениях, вводимых либо Кыргызстаном, либо сопредельной стороной. Вот у нас разъяснительная информационная работа проводится. Ну и кроме того, воспитание молодежи в духе патриотизма. Вот эти 3 задачи, да, такие основные. То есть вы их знаете конкретно, да? Да, потому что я каждый день докладываю об этом руководству. Почему мы должны дать тот или иной пресс-релиз и какой-то из этих пунктов использовать для того, чтобы доказать, что нам это нужно для этого, а это нам нужно для того. Еще вот так вот. Да, я хорошо знакома с вашей работой и очень высоко оцениваю. Спасибо большое. Спасибо. Мира. У нас есть еще Нургуль. Давайте Нургуль тоже послушаем и продолжим. Нургуль Нусупбекова. Нургуль. Нурпери, тогда давайте послушаем вас. Здравствуйте еще раз. Я представляю Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Основной целью нашего агентства это является развитие и реализация потенциала молодежи, пропаганда здорового образа жизни и формирование международного спортивного имиджа страны нашей. Хорошо, спасибо большое. Бери. Я посмотрела вчера вашу страницу, мы будем говорить сегодня о ней немного.
А вот смотрите, я немного пройдусь по некоторым пунктам, да. Вот у Айбека было, чтобы вы говорите, что устаревшая техника, да, то есть это такое оправдание, почему мы плохо работаем, в принципе, да. Поэтому это не должна, то есть вы не достигаете цели, у вас цель не поставлена. Я здесь не хочу критиковать или что-то говорить, но я хочу, чтобы вы поняли, для чего важно выстроить правильную цель. Потому что из этой цели вы можете выстроить свою стратегию правильную, которая даст очень хорошие результаты. То есть, когда вы задаете цель, достиг ли я этой цели, да, вы поймете, в чем у вас проблема, какую проблему мне нужно решить для того, чтобы достичь этой цели. Иногда не бывает проблем, иногда не бывает просто непонимания целей. Самое главное здесь в целях вы должны понять, да, у всех разные бывают цели. Например, государственная пограничная служба, Гульмира очень много работает, долгое время, я знаю, они очень оперативные, и всегда можно обратиться, получить информацию с точки зрения работы сотрудника СМИ, да. Но в то же время у них такая задача, как у МЧС, информирование граждан. Допустим, МЧС тоже хорошо работает, да, информирует о каких-то катаклизмах, о том, что будет какой-то ветер порывистый. У них есть своя такая цель, которая очень занимает, которая может достичь очень большой аудитории, это интересно для большой аудитории. То есть информирование вы можете постоянным информированием, созданием каналов для распространения этой информации, в том числе социальных сетей, вы можете достичь очень многих людей даже без СМИ. СМИ, конечно, тоже очень важно. Я не говорю, что нельзя это использовать, но мы сейчас говорим о социальных сетях, как вы их можете использовать. Цели в основном у государственных органов бывают такие: повышение доверия, информирование граждан и формирование положительного имиджа. Мы должны вовлекать граждан, выстраивать с ними диалог, помогать становиться полезными. Я хочу отметить вот работу нескольких организаций, да, в том числе аэропорта Манас, не потому что это моя подруга, все об этом знают, а потому что они пытаются помочь и разъяснить гражданам. Да? То есть ты заходишь на их социальную сеть и видишь, что сегодня я могу приехать в аэропорт, и полеты открыты, у меня есть доступ в аэропорт. Вот. Мы должны всегда показывать то, что мы готовы помогать. Мы должны сокращать эту пропасть между гражданином и госорганом, потому что на самом деле человек думает, что это какое-то вот недосягаемый пик, до которого он не может добраться. На самом деле вы должны снизить эту пропасть, да? Выстроить этот диалог не только общением, это тоже очень важно, но и предоставлением полезной информации, предоставлением какой-то помощи, не для конкретно одного человека, да, а для всех. Когда вы знаете, что людей интересует, вам будет понять легче, что вам можно выдавать, какую можно информацию выдавать. Как понять, что людей интересует? Почему я об этом всем сейчас говорю? Да? Это все не касается анализа, вы подумаете, но на самом деле это все касается анализа социальных сетей. Для того, чтобы начать анализировать социальные сети, нужно понять, что мы хотим. Зачем нам это все? Для того, чтобы начать анализировать социальные сети, мы должны понимать, что мы хотим. Исходя из этих целей, мы должны разработать стратегию и контент-план. Я вам предлагаю, мы недавно, месяц назад, работали с УПСМ, работали над контент-планом и стратегией. Я вам сейчас предлагаю всем в сотовых телефонах, если это возможно, открыть Инстаграм УПСМ. УПСМ, так и набирайте. Получилось открыть? Да. Вот смотрите, я все, конечно... УПСМ на русском, да? На английском. УПСМ, нижний слэш, KG. Мы работали всего лишь месяц с этими ребятами, и мне понравилось, что у них огромное желание что-то менять и меняться. Они были им очень хотелось информации, ну, то есть получить какую-то информацию для того, чтобы изменить свою работу и улучшить имидж УПСМ. Я, на самом деле, была сначала скептичной и считала, что это практически невозможно.
потому что рейтинг у них, конечно, хороший, но наш первоначальный анализ в соцсетях показал, что много очень негативных комментариев, негативно относятся к ним. И мы начали думать, почему. Когда мы с ребятами анализировали поверхностно, да, их Инстаграм, мы увидели, что там было про задержание преступников, про штрафы, про задержание каких-то нарушителей. Естественно, с точки зрения человека, гражданина, воспринималась эта вся информация тоже негативно, поскольку он себя ощущал тем человеком, который задержан, правонарушитель. Да? Вот. Мы решили поменять немного тактику, для того, чтобы посмотреть, как это будет работать, и сделали как бы упор на положительные новости, позитивные новости, даже не относящиеся к каким-то информационным поводам, каким-то событиям. И мы составили небольшой контент-план. Вот вы видите, да, его на экране все. Мы сначала разбили, какие виды сообщений, да, мы это все вместе делали с ребятами, это все в основном они предлагали, мы просто это все потом структурировали. Мы собрали, какие виды сообщений могут быть и какие вещи они могут писать, создавать и распространять, ну, показывать людям в Инстаграме и Фейсбуке. Вот это были новости, событийные пресс-релизы, опровержение, то, что делают в основном все наши государственные органы. Да? То есть вот это вот информационное, всегда все сосредоточены и считают это своей работой. С одной стороны, это правильно, конечно, многие боятся ошибиться, и за ошибку будут тоже свои санкции в государственных органах, но мы решили добавить какие-то некие безобидные вещи, да, такие советы, объяснения, предупреждения по поводу закрытия, там, перекрытия дорог, по поводу объяснений, для чего важен ремень безопасности. Мы также решили рассказывать им о сотрудниках УПСМ. Там есть красивые девушки, там есть прекрасные ребята, которые там оказалось, что есть человек, который вернулся с Турции, и разговаривает, у него 5 языков, кто-то там играет на гитаре. Мы узнали, что, ну, лично я сама очень много узнала о людях, которые там работают. И, конечно, приветствие, поздравления, это все тоже такая вот развлекательная, но важная информация. Почему? Потому что люди не должны считать вас государственным органом, далеким от них, который абсолютно недосягаем, который не может ответить, либо он должен понимать, что там работают такие же простые люди, ребята, такие же, как они, да, и все они стараются работать на благо общества, помогают людям. И когда мы создавали этот контент-план, мы сразу сделали внизу оценку эффективности. Вот посмотрите, верхняя часть в Инстаграм идет совершенно другая информация, и в Фейсбук они немного похожи. В Телеграм это была в основном познавательная либо событийная, мы сделали упор на это, и в СМИ только пресс-релизы и какие-то событийные вещи. Основной упор мы решили сделать на Инстаграм, потому что там очень легко набрать подписчиков и быстрее распространяется информация. И, кроме того, это одно из самых популярных каналов передачи информации, да, в Кыргызстане и практически во всем мире. Кроме того, Телеграм активно. Я всем предлагаю использовать Телеграм, потому что я работаю в настоящем времени, с настоящим временем, и мы следим за событиями в Беларуси, и вся информация государственными органами там распространяется через Телеграм. Это очень удобно, и там подписчиков просто огромное количество, тысячи и тысячи. Это тоже как канал, я вам советую тоже подключить себе. Вот. И что мы увидели, да, я на самом деле, как уже говорила, вначале была очень скептична по отношению к УПСМ, я просто себе очень сложно представляла, как мы можем изменить, но на самом деле все быстро очень, все изменилось просто за месяц. Когда ребята начали это все делать, видите, вот эти ячейки, где больше всего лайков и меньше всего лайков. Этими ячейками закрашивали мы, вот, допустим, какую-то информацию вверху. Видите, да? Вот, например, больше всего лайков зеленым, получил там в Инстаграме какой-то фоторепортаж или событийное мероприятие, мы его закрашивали в зеленый. То, что получал меньше лайков, его в синий.
Вот. Это нам показывает то, насколько люди реагируют. Также вы можете сделать для себя больше всего охвата и меньше всего охвата. Точно такими же ячейками закрасить их в определенный цвет и закрашивать их в своем контент-плане. Под конец месяца просто, это занимает на самом деле 2-3 дня разработка такого контент-плана, на месяц он длиннее, конечно, я его просто сократила для вас. И тогда вы увидите, что больше всего позитивно воспринимается в вашей аудитории, да, и сделать на это упор. Это не говорит о том, что какие-то вещи, пресс-релиз, событийное нужно не делать или вообще исключить. Это обязательно должно быть, но в контексте вашем, чем больше людей у вас будет лайкать, чем больше у вас будет подписчиков, тем больше людей увидит ваш пресс-релиз, который очень сложно, допустим, распространить, либо он неинтересный, да. Все исходит из этой логики. И смотрите, ребята, я просто была в шоке. Когда мы начинали, это было в середине августа, было 4600 подписчиков, вот эти красные 2 ячейки. Сегодня у них, я вот только что посмотрела, у них 707 уже. То есть там буквально в день у них по 40 подписчиков, по 50 добавляется. То есть наш план, он сработал, и это очень классно. Да, то есть я там вам всем советую разработать такой контент-план, который вам поможет анализировать ваши данные, анализировать ваши действия. Конечно, в первое время это занимает, заполнение его 2-3 дня занимает в начале, а потом каждый день вы просто заходите в конце дня или, например, утром отмечаете эти ячейки буквально 5-10 минут. Но это очень многое даст не сегодня, но через 2-3 недели вы почувствуете, какой вы результат добились и какая эффективность на самом деле. На самом деле эта эффективность есть. Вот. Это все, что я сейчас рассказывала. И мы после того, как сделали контент-план, мы дальше продолжаем анализировать и совершенствовать свою работу. Да, у некоторых есть такое интуитивное чувство, которое понимает, что интересно людям. Но на это полагаться не стоит. Нужно все систематизировать. Системность, она всегда приносит более высокую эффективность, чем работа на интуитивном уровне. Тем более, если вы хотите действительно эффективно как-то изменить свою работу. Я бы хотела спросить, кто работает со статистикой в Фейсбуке и в Инстаграме. Можете рассказать о своем опыте? Гульчихра. Кто расскажет о своем опыте анализа данных на сайте? Может, Гульмира, вы расскажете? Вы анализируете? Смотрите аналитику? Нурпери, может быть, вы расскажете? Мне кажется, меня не слышно или как. Слышно, слышно. Вот смотрите, ну я как смотрю, да, взаимодействие людей. Например, сегодня охватил вашу там, информацию, да, 750 человек, да, там вот так. Вот такие только смотрю. А вот прям по таким этим нет. 750 вы человек. Используете вот эту статистику Фейсбука? Да. Нурпери, вы используете? Инстаграм, Фейсбук? Да, но я сейчас у себя на страничке не могу сейчас открыть. Хотела на цифры посмотреть, не получается. Там Сейчас в чате что-то пишут. как открою, напишу. Давайте, кто еще работает с этими данными? Хорошо, смотрите, мы здесь можем, кто не работает, да, вот здесь есть, вот если вы следите за синим кружочком, рубрика «Статистика», здесь вы можете посмотреть все, что касается
того, как смотрят ваши публикации, просмотры страницы, охват публикаций, охват даже истории есть, да, то есть насколько эффективно работает ваша история, скорость реагирования и взаимодействия с публикацией. Вы можете какие-то эти данные, допустим, охват публикаций, включать в эту же таблицу. Это очень важно, потому что и здесь есть, если вы будете вести, внимательно смотреть, там есть такая штучка, которая позволяет посмотреть именно в день, какой-то определенный день, что именно привело к вот такому росту или к снижению. Вот. Но я вас призываю к тому, чтобы любое снижение, не обращайте на это внимание, потому что вы подумаете, ой, он очень низко показывает, но для вас это важный пресс-релиз, его, ну, тогда не буду давать. Нет, надо давать все, но вместе с какой-то другой информацией, полезной либо развлекательной. Далее есть, это у нас, вот здесь публикации. Это, ну, то есть я показываю то, что на самом деле очень важно, да, для вас. В публикациях вы можете увидеть, сколько прочитали людей ваши новости, какие-то другие публикации, да, любого характера. Допустим, вот здесь я сделала галочку, это больше всего здесь был охват и вовлеченность наиболее высокие. Допустим, вот где 234 и X, это самые низкие показатели, да. Все остальные я вам не указываю, потому что это было платное продвижение. Но очень важно замерять тоже эти вещи. Их вы, для чего вы замеряете их? Вы замеряете и указываете их в вашей той таблице. Потому что на самом деле, когда очень много информации, и очень много работы, очень много шумихи, текучки, да, вы на самом деле каждый день все забываете. Вы сегодня увидели, о, это классная публикация, я пойду-ка, мне нужно написать пресс-релиз, вы забыли про нее, вы ее не учли, да, но если как только вы с утра пришли, посмотрели эту вещь, открыли свою таблицу, указали данные, что она у вас самая популярная, и пошли дальше. Через месяц в этой таблице вы увидите, и вы сложите, когда вы все сложите, вы поймете, что на самом деле помогает вашей странице расти, что помогает распространять информацию. Я еще раз говорю, все должно быть, информация должна быть разная, она должна включать в себя пресс-релизы, какие-то важные и неважные новости, но для страницы очень важно добавлять положительный, позитивный контент, который будет развивать ваш, что для других интересно, да. Вот. Это статистика Инстаграма. Я думаю, тоже вы все умеете пользоваться. Здесь есть показы, аудитория. Вот в действиях у нас есть показы и взаимодействия. Вы тоже можете это очень легко смотреть. Так, окей. Охваты и показы тоже показываются. И вот здесь вы можете посмотреть в аудитории прирост лайков за какой-то период. Например, я не знаю, почему здесь показывает 1,1, но там было 15-16 человек за неделю. Вот, это тоже вы можете включить в таблицу отдельной ячейкой и себе указывать, что вот за такой-то период у вас за неделю выросло на столько человек, на столько человек, на столько человек. Ваша стратегия и ваш контент-план в итоге через месяц покажет, насколько эффективно вы работаете. То есть все это замеры эффективности. Допустим, представьте, да, если мы вернемся к тому нашему контент-плану, и вы написали за первый день вы утром вернулись, написали, у вас было 2 лайка, 3 лайка, и потом в конце у вас по 3, 4, 5 лайков, и вы поймете, что вы действительно эффективно работаете. Вы поймете, что на самом деле эффективно, какая публикация работает на вас, какая публикация помогает продвигать вашу страницу, какие публикации действительно играют сегодня на вашей странице ключевую роль, да? Вот это тоже очень важно. На самом деле многие не обращают на это внимания, тут местоположение, но это очень важно. Почему? Потому что, например, вот эта страница, она оказалась, что я просто буквально недавно работаю с ней, и оказалось, что она просто максимально русскоязычная, да, то есть из там 5000 человек, 4500 сидят в Бишкеке, в Аше там буквально там 200-300 человек. Но наша цель, это поскольку вы являетесь государственными органами,
и для вас важно распространять информацию на всю территорию республики, вы должны понимать, в чем причина. Да? Вот здесь мы поняли, что причина в том, что язык донесения информации является русский, и поэтому он в основном охватывает только русскоязычное население, и русскоязычное вовлекается. Да? И когда вовлекается русскоязычное население на территории города Бишкек, соответственно, эти публикации больше показываются. Вы знаете, да, как алгоритмы работают? Не надо объяснять это. Если кто не знает, может мне сейчас сказать, я объясню и про алгоритмы работы социальных сетей. Давайте тот, кто не знает, может сказать. Если все сейчас промолчат, то я пойму, что все алгоритмы знают работу. Просто лично я Инстаграмом не пользуюсь, Фейсбуком в основном, поэтому здесь как бы не знаю. А у вас есть личный аккаунт? Вообще не пользуетесь? Нет, есть, но просто мне неинтересно Инстаграм заходить. В основном я в Фейсбуке сижу. И вот то, что вы здесь показываете, анализы, да, вот я лично не умею. Какие-то проценты, коэффициенты, рейтинг, сколько просмотров. Лично вот это я не знаю, как это все, как можно проследить все это, я лично не знаю. Это даже вы можете с своей страницы проследить. Когда вы нажмете на настройки, да, там 3 черточки есть. Не, хорошо, давайте вы сперва вот это вы закончите, Инстаграм, а потом, когда Фейсбук будет, там, тогда я вот сейчас приготовил ручку, там, бумажку, все, чтобы записать. Хорошо, окей. Я вот вам могу лично объяснить, ну, показать. Хорошо, спасибо. Смотрите, вот вы поняли, что нужно размещать больше информации. Как работает алгоритм, вы знаете. Соответственно, чем больше людей из Бишкека лайкают вовлекаются в эти посты, соответственно, он распространяется тоже среди других жителей Бишкека, да, и их знакомых. Мы поняли, что нам нужно увеличивать контент на кыргызском языке, потому что то, что мы делаем вот сейчас в данном проекте, это для всех жителей, это важно особенно для регионов, да, это не важно для бишкекчан, потому что, может быть, здесь больше там людей знают эти вещи, но мы понимаем, что нас нет в регионах, а это самый важный фактор, куда мы должны дойти. Вот. Поэтому мы сейчас будем думать о том, чтобы как увеличить контент на кыргызском языке. Да? Вы тоже можете понять, что, допустим, если аэропорт в городе Бишкек для Алии, да, например, для нее важно быть присутствие в Бишкеке, то, возможно, для государственной пограничной службы, да, либо для ИГОДа Бишкека, например, да, важно в Бишкеке присутствовать, но для других организаций, которые работают по всей территории, им важно быть везде и доносить свою информацию по всем регионам. Поэтому не исключайте и не игнорируйте вот эту вещь. Это очень важно. Вот смотрите, я не все, к сожалению, успела посмотреть социальные страницы всех участников, но некоторые посмотрела, мы будем о них говорить. Но даже у школы в каком-то провинциальном городке в Ишиме есть своя страница ВКонтакте. Да? Поскольку я работаю, уже говорила, в настоящем времени, там я понимаю, что в других странах вот эти вот мелкие государственные даже органы, школы, какие-то правительства местные и какие-то научные институты, все имеют свои страницы и активно на них работают. Дело не в том, что вас никто не хочет читать, а дело в том, что вам нужно приложить больше усилий для анализа своей информации и понять, что было бы интересно. Да? И почему этот тоже контент-план опять же важен? Потому что вы будете анализировать, вы должны включить туда вещи, которые вы никогда не делали. Если эти вещи не работают, вы их в следующем контент-плане, на следующий месяц, вы их просто исключите. И добавите какие-то новые вещи, добавите вещи, которые работают, и тогда эффективность будет, поверьте мне, повышаться. Вот. Вот Министерство культуры. Это их страница. И посмотрите, это один из самых популярных за последнее время постов. Этот пост абсолютно не... Он такой реакция на общественное мнение, да? Он очень простой, снимается с сотового телефона, и министр культуры очень просто говорит про события, которые там происходят.
Мне это очень понравилось, мне было очень как бы, интересно слушать. Вот. И он набрал максимальное количество лайков, да, за последнее время. Это вообще как бы круто. Конечно, другие публикации, и хочу отметить работу Министерства культуры. Очень красивые картинки, очень много контента, действительно работающая страница, где люди вовлекаются, отвечают, комментируют что-то. И еще они реагируют на какие-то события. Даже по поводу, у них есть там, если вы прокрутите, по поводу последних событий, есть представители культуры, которые призывают к миру и спокойствию. Да? Это тоже очень круто, абсолютно как бы не вовлекаясь в политику, но в то же время призывают к миру. Да? Это очень классно. Жилдыз, а можно вам вопрос задать? Это Елена Байлинова. Здравствуйте. Я немного опоздала, может быть, кто-то задавал этот вопрос. Я просто сейчас подумала о том, что... А вот в чем феномен все-таки группы вот Садыра Джапарова, которые набирали очень много лайков, участвовали везде в каких-то голосованиях, лайкали все подряд, выходили в эфир, смотрели прямые трансляции, и их было очень заметно. И вдруг я обнаружила для себя, что я тоже состою в этой группе, хотя я не присоединялась к этой группе. Вот как объяснить это? Здесь сработала какая-то наука, каким образом удалось достичь вот ему, даже, может быть, не ему, но его сподвижникам вот таких результатов. Группа там 111 тысяч человек. Группу в Фейсбуке вы имеете в виду? Да, я имею в виду Facebook-группу, да. Сколько там тысяч человек, вы говорите? По-моему, 111 тысяч человек в этой группе, и был такой пост на Фейсбуке, что, к удивлению, многие обнаружили себя в этой группе, хотя мы к этой группе не присоединялись. Знаете, эта группа существует уже давно, лет 5, и она одна из самых популярных групп, в том числе, на самом деле мы живем в небольшом вакууме в Бишкеке, да, есть кыргызскоязычные группы, огромные просто, по 100 тысяч, по 140 тысяч, Бийлик Теренгенде. Садыр Джапаров, это она уже лет 5, одна из крупнейших групп. Насколько я помню, последний раз там было 80 тысяч. И пока вы там не активны, и пока вы особо там не смотрите, она никогда не появляется. Но поскольку активность с последними событиями там повысилась, я думаю, поэтому они начали подниматься вверх, да, это просто алгоритмы. И значит, ваши тоже знакомые начали больше их смотреть, поэтому как работает алгоритм, допустим, группы или пользователи в Фейсбуке, которые вам знакомы и связаны с вами, больше всего нажимают на эти кнопки, которые больше смотрят постов, лайкают, они поднимаются вверх. То же самое, я думаю, произошло, я не могу утверждать, но я думаю, что то же самое произошло с группой Садыра Джапарова, но она существует давно, и она одна из самых популярных групп тоже. Спасибо, Жилдыз, спасибо. Я просто стала обращать внимание на эту группу вот в последние дни только. Спасибо. Да, я думаю, она поэтому поднялась из алгоритма. Вот, смотрите, другой пример. Аэропорт Манас, абсолютно не относящийся к каким-то таким вещам официальным. Но я думаю, каждый сотрудник из вашего офиса, да, выходил и принимал участие в дружинах и защищал город. И об этом тоже можно было рассказать. Даже там, о 2-3 людях отдельно, не обязательно, чтобы это было там 500 человек вышли защищать аэропорт. Но посмотрите количество лайков, это просто невероятное, да, для какой-то организации. Еще мне нравится, что здесь очень простым всегда языком пишут, доносят информацию и стараются, то есть у них есть такие посылы, тезисы, помогающие, они пытаются помочь людям, призывают их не ехать в аэропорт, там, допустим, без масок, не ехать в аэропорт без какого-то отрицательного анализа, да, то есть они помогают, и, конечно, каждый человек чувствует свою вовлеченность. Об этом мы тоже говорили, когда работали с УПСМ, мы им говорили, что каждый человек хочет быть вовлеченным, да, каждый человек хочет принимать участие какое-то определенное, хочет знать, что он тоже приносит какую-то пользу. Это вы тоже должны принимать во внимание, когда вы работаете с контентом и планируете свою работу. Дальше это тоже вот Государственное агентство по молодежи. Нурпери, я хочу вас отметить, тоже очень хороший контент. Они еще делали, рассказывают о спортивных журналистах, да, тоже очень много позитивных
комментариях, и хорошо смотрятся эти статьи. Почему я все это показываю? Потому что вы не должны бояться выходить за рамки. Вот Елена, я смотрела вчера буквально страницу Инстаграма Минздрава, и там 18 тысяч пользователей. Это просто очень, это классно, да? И там очень много информации. Я прокрутила где-то минус 10 публикаций, и эта публикация была 4 часа назад. Не бойтесь делать много публикаций, не бойтесь выходить за рамки, да, то, что вам кажется, что нельзя ставить, нет такого сейчас. Это социальные сети. Посмотрите на социальные сети губернаторов там, каких-то областей, мэров городов России, да, они просто выходят и снимают с себя сотового телефона и рассказывают, что вот, допустим, они приехали на Камчатку, к примеру, условно, да, не было такого, я просто не помнила и не смогла найти. Там была какая-то мелкая авария, и мэр приходит, говорит, ну вот я здесь, там, мы на месте, мы работаем. Со своего сотового телефона, со своей страницы записывают видео. Другие мэры либо губернаторы, они записывают со своего телефона, там, что они заразились коронавирусом, вот в больнице, ну ничего, я работаю на изоляции, все окей, хорошо. И вода точит камень. Не думайте, что если один раз не получилось, то у вас вообще никогда этого не получится. Если вы сказали один раз руководству, давайте выйдем за рамки, давайте попробуем это сделать. Может быть, один раз откажет, он до 25-й раз откажет, но вам нужно 25 раз это сказать для того, чтобы добиться своей цели. Никогда не отходите от того, что вы задумали, вы поставили, и меняйте то, что у вас сегодня есть. Этого можно достичь, и это принесет эффективность. Не сегодня, не завтра, но через месяца-два вы увидите, что реально что-то изменилось. Вот. И всем большое спасибо. Я думаю, что мы должны перейти к вопросам быстро. Я хочу вам сказать о Телеграме еще раз. Я уже об этом говорила. Что на примере Беларуси я вижу, что все государственные органы сидят в Телеграме. И в Кыргызстане тоже вы видите, что и даже вы получаете... Я сегодня увидела про отставку Джеймбекова в Телеграме в первую очередь, и даже одними из первых были белорусские СМИ. Почему это важно? Потому что это один из каналов, куда вы можете распространять информацию. Это очень быстро растущий, и вы можете успеть воспользоваться им, да? Но не забывайте про другие. Нельзя концентрироваться на одной социальной сети и думать, что, о, классно, я вставлю в Фейсбуке, а Инстаграм, ну, окей, да, там у меня 100 подписчиков, это не важно. Нет, посмотрите, например, УПСМ. За месяц они набрали более 2000, это просто невероятно, даже для меня. Вот я вчера еще смотрела фонд госимущества страницу, да, у них в Фейсбуке вроде бы активно, и они стараются что-то делать, но в Инстаграме у них там 100 подписчиков и буквально вообще не ставят информацию. Надо над этим всем работать. Вот если вы видели, зачем мы все распределили, да, по-разному в контент-плане для УПСМ, для того, чтобы в Facebook давать какую-то информацию общую, в Инстаграм давать картинки и небольшой текст, а в Телеграм давать оперативную информацию. Когда вы знаете, что привычка формируется за 25 дней или за 21 день, да, если вы начнете это работать, и в первое время у вас будет это занимать целый день, может быть, да, но когда вы систематизируетесь, и когда вы все это вобьете в план, вы будете это делать очень быстро, да, вас это не будет занимать очень много времени, час-два там, и все будет классно. Вот, возьмите на вооружение Telegram для оперативных новостей. Пусть люди, и считайте, что вы тоже в какой-то степени СМИ, потому что вы можете сами доносить информацию для людей. И как, и насколько вы привлечете больше людей, зависит только от вас и от вашей активности в социальных сетях. Вот, на этом у меня все. Если у кого-то есть вопросы, вы можете их задавать. Можно, да, задать вопрос? Да. Джилдыз, скажите, пожалуйста, как можно привлечь или увеличить количество подписчиков именно в Телеграм-канале? Это вы с какой организации? Я сейчас просто не вижу всю полную. Я Нурпериз, Госагентство спорта. Нурпериз, давайте, я вчера вашу страницу внимательно посмотрела. У вас очень много спортсменов, о которых вы можете рассказывать, не только журналистов, но и о спортсменах вы можете рассказывать, как они тренируются.
Вы можете показывать залы, в которых, допустим, привлекать людей на стадион, чтобы они бегали. Да, это тоже к вам относится. Сказать, что вот, ребята, там 20 вход, пожалуйста, бегайте, приходите бегать к нам, кто хочет бегать. Вы можете рассказывать о спортсменах, где они тренируются, как они тренируются, как они готовятся к каким-то соревнованиям. То есть у вас миллион возможностей для того, чтобы создать контент. Увеличить в Телеграме можно только оперативной информацией, какими-либо интересными историями. Интересные истории могут касаться спортсменов, каких-то предстоящих событий, да, спортивных, да, участия их в каких-то выступлениях. Также вы можете раз в день рассказывать о событиях в спорте, которые происходят. Вот недавно был Ролан Гаррос, да, вы можете рассказать. Люди на самом деле интересуются этим. Многие ходят на теннис, немногие, но ходят на теннис, да, включить в себе в повестку мировые какие-то новости по спорту. Вы должны сделать так, не так, чтобы СМИ, вы отправляли пресс-релиз в СМИ и ждали, опубликуют они или нет. Вы должны сами быть теми, где они, вы должны делать так, чтобы они приходили на ваш Телеграм, они приходили на ваш Инстаграм или на ваш Фейсбук и брали оттуда информацию. Вы как бы должны приучить их к этому. Время меняется, и как раньше уже не надо вот так вот за ними бегать, да? Это, конечно, важно, но с другой стороны вы должны перевернуть эту ситуацию и сделать так, чтобы к вам заходили на Телеграм и смотрели не только СМИ, но и обычные граждане, интересовались спортом. То есть у Государственного агентства молодежи спорта, да, просто огромный потенциал, просто невероятный, где вы можете рассказать различные истории. Там просто, вот, знаете, неиссякаемый ресурс. Все, спасибо. Ну, в принципе, у нас вот Фейсбука берут информацию, уже привыкли, у нас там определенная аудитория есть, вот Телеграм никак не можем привлечь. Оказывается, вот именно оперативные новости туда должны вкладывать, да, в первую очередь. Вы рекламируете его у себя на Фейсбуке, что вот у нас такой-то Телеграм, подписывайтесь, рекламируйте его в Инстаграме, пусть рекламируют его ваши спортсмены, которые, ну, не против, да, конечно, нельзя их заставлять, не надо заставлять, но если они... Хорошо. Когда вы рассказываете об их истории, они тоже могут прорекламировать ваш Телеграм. Жулдыс, еще такой вопрос. Да. Можно еще такой вопрос задать вам? Вот сколько человек должны работать вот по наполнению социальных страниц, по обратной связи и так далее? Вот мне кажется, один человек, он физически просто не успевает за всем уследить. Я по себе сужу, потому что если я увлечена Фейсбуком, то меня уже не хватает на Твиттер, там, на Инстаграм и так далее. А если ты работаешь при службе, а там один пресс-секретарь, как он все успеет это сделать? Сколько человек должно следить за работой соцсетей? Ну, вообще... Просто потому, что пресс-секретарь делает все, он пишет и пресс-релиз, бегает, собирает информацию. Я думаю, что, я, конечно, не могу так утверждать, но вообще у Барака Обамы там целая команда, да, которая занимается социальными сетями. В наших условиях, я думаю, что 3 человека должно быть, которые, один человек будет заниматься какой-то текущей работой, реакциями, написанием пресс-релизов, один будет готовить какие-то материалы, и еще один будет тоже заниматься социальными сетями. Но еще важный момент, нельзя обладать только нужно уметь не только писать сейчас, но и нужно уметь работать в различных инструментах, на различных платформах, да, для того, чтобы нарисовать красивую картинку, для того, чтобы создать презентацию, для того, чтобы порезать фото или сделать его лучше. Вот. То есть это не должно быть, не надо ждать кого-то, что кто-то придет и вам даст еще одного сотрудника, да, который будет работать в фотошопе, будет резать видео. Надо самообразовываться, смотреть на YouTube, как можно порезать видео, как, ну, допустим, на фотошопе некоторые вещи я просто с YouTube училась, да, делать. Вот. Вам нужно самим образовываться и искать какие-то платформы, сейчас их очень огромное количество, где можно что-то редактировать, где можно рисовать, там еще что-то делать, но вы должны сами к этому стремиться, потому что пока вы будете ждать, мир изменится, и реалии, они вот меняются прямо вот каждую секунду. Там ТикТок уже, да, наступает на ноги, да, некоторые даже там, организации уже даже в ТикТоке представлены.
Вот, кстати, ТикТок вообще тоже вот цели, назначения, развлекаловка или все-таки там есть своя какая-то политика? И должны ли мы вовлекать ТикТок, например, в свою сферу своей деятельности? Или это не обязательно и невозможно? А это вы сейчас говорите о Минздраве, да? Да. Я думаю, что обязательно, потому что там сейчас сидит молодежь. И, конечно, это сложно, это нужно изучать, какие-то особенности, но заходить туда надо, потому что если если большая часть молодежи, которую нужно воспитывать и рассказывать о каких-то важных вещах там, то нужно идти туда. Потому что Инстаграм раньше тоже был развлекательной вещью, где ставили девушки фотки и так далее, но сегодня он как полноценные страницы все имеют, да, там, где люди зарабатывают деньги, она имеет огромные платформы и потенциал. Не знаю, как долго, но сейчас в этом мире быстро приходится меняться и переходить на какие-то новые там платформы, да. Я думаю, что именно вот Минздраву, молодежи, например, Минмолодежи, да, нужно идти тоже в ТикТок. Пытаться изучать и идти туда надо. Можно, да, еще вопрос? Смотрите, Спасибо. статистика публикаций, да, в Фейсбуке, например, там пишут в период за 28 дней охват публикаций 3300, взаимодействие 2500. Это что означает, например? Вот эти цифры. Можно еще раз? Вот, допустим, за последние 28 дней на нашей страничке, да, получается, охват публикаций 3300, а взаимодействие 2500. Эти цифры что означают вообще? По лайкам-то меньше там идет, там 78, 76, 50. А вообще, когда открываешь именно вот эту, да, там последние вот эти публикации, вот такие цифры, о чем они говорят? Охват – это сколько человек увидело вашу публикацию. Да, ну, это все знают. Взаимодействие – это кликнули в общем за все. Вы же не считаете это каждый пост, правильно? Да, вот за 28 дней получается. Вот за все посты, которые вы опубликовали, он считает лайки, там какие-то комментарии, какие-то как это называется, поделиться. Он все это вместе считает, и это взаимодействие называется. Ага, все. То есть за весь период. Спасибо. Елена, можно вам вопрос задать? Я слушаю, если мне. Вот в Инстаграме сколько вы ведете времени страницу Минздрава? Ну, то есть сколько она существует, когда ее открыли, и когда вы зафиксировали основной рост подписчиков, потому что там 18 тысяч у вас. Слышно, да, меня? Вот сейчас слышно будет. Да, слышно сейчас. Значит, где-то 1,5 года назад страничка была открыта. Вот, она была открыта вместе с тем, как образовался новая структура, информационный центр, который сегодня это пресс-служба Минздрава, но он называется немножко по-другому, информационный центр. Вот там сейчас 8 человек, появились ресурсы, появились силы, поэтому сейчас страничка Инстаграм, она тоже работает. А так руки, конечно, не доходили ни у кого. Ни до Фейсбука, ни до... Вот. И 1,5 года где-то, и она стала набирать популярность как раз вот с ростом ковида в республике. Да, ну и, собственно говоря, тоже усилия были приложены, потому что очень много создавалось видеороликов, очень много информации печаталось. А в тот момент, когда был дефицит информации, люди искали информацию по предупреждению, лечению ковида, конечно, Инстаграм стал привлекательным, более привлекательным. Так.
Ну вот еще, вот как раз по поводу Минздрава, там они часто публикуют, не бойтесь часто публиковать, если, конечно, есть что публиковать, потому что чем больше вы публикуете, тем быстрее поднимается ваша страница, да, вам кажется, но на самом деле там так алгоритмы работают. Потому что если вы загрузили одну раз в неделю, то, естественно, ваша страница и подниматься не будет. Если вы загружаете в день хотя бы 1 или 3 до 3 постов, то, естественно, будет какая-то реакция. Это лайки, и она будет немного подниматься вверх в рейтинге, и она будет больше показываться, она будет большему количеству, формировать больший охват, и, соответственно, чем выше поднимается ваша страница, тем больше людей ее видят, естественно, вот будет больше подписчиков. Да? Не бойтесь делать какие-то шаги, не бойтесь делать ошибки. Да, вы, может быть, где-то неправильно сделали, но завтра вы можете это уже не делать, поэтому... Кстати говоря, вот об ошибках, да, мне кажется, вот ошибка многих из нас, и мы, в принципе, вот я 25 лет, там работала, сейчас уже, правда, не работаю, там ребята другие работают, но тем не менее, заключается в том, что мы все время вгоняем в какие-то рамки, стандарты, публикуем каким-то сухим языком, у нас очень длинные какие-то, очень какие-то корявые фразы получаются, это все очень отталкивает. Поэтому вот когда ковид уже пошел, когда пошла информация, представляющая общественный интерес, тогда и нас стали читать. А все наши вот эти встречи с международными организациями или там еще какие-то такие заштатные наши мероприятия, круглые столы, семинары, ну это все, конечно, не читается, это надо понимать. Это надо понимать, и вот мы всегда боимся отойти от этого такого сухого, государственного, чинушного языка, а может быть и зря. Где-то надо позволить себе, конечно, соблюдая определенные рамки, я имею в виду в оформлении текстов, а вообще, мне кажется, надо менять подход к работе, потому что нас воспринимают как просто вот таких чиновников, бюрократов, которых даже и читать не хотят. Лена, вы вообще абсолютно правы, и вот как раз я это пропустила. Социальные сети – это территория простого языка. Да. Вот, например, я вчера, когда смотрела фонд госимущества, это просто невозможный пресс-релиз. Да? Я, как журналист, я могу сказать, что иногда я получаю такие пресс-релизы, не получала, получала раньше. Это просто невозможно обработать. Понимаете, что если журналист, который проработал очень много времени, не понимает этот пресс-релиз, то как его будет воспринимать обычный читатель от 18 до 65 лет? Это такая аудитория Фейсбука, да? И вот на Фейсбуке фонда госимущества было просто какие-то невероятные пресс-релизы, которые было очень сложно читать формальным языком. Я начала дальше смотреть. Я дошла до, конечно, это не государственный орган, да, до аэропорта Манас, там было вот такие значки, каждый абзац состоял из 2 предложений, на каждом был значок. На самом деле вы думаете, что вам этого никто не позволил, и у вас есть какие-то рамки, но это только ваши рамки в вашей голове, вам никто ничего не запрещал. Можно эти рамки, отходить от этих рамок понемножку и постепенно, да. Вот мы когда в УПСМ разговаривали, и мы им предлагали отойти от рамок и быть более позитивными, разные новости ставить, там, иногда просто людей рассказывать о людях, они тоже говорили, блин, что будет потом? А вы знаете, просто вот мы вчера как раз я с ним, с Байгазы разговаривала, он даже зарегистрировался в Твиттере после этого. Он говорит, вы знаете, вот мы просто сами тоже удивлены, что стало больше позитивных комментариев. Конечно, это связано тоже с последними событиями, но вы даже сами не заметите, как вы измените, да, ситуацию и отношение к вам, как вы повысите доверие. Но для этого нужно сделать анализ. Для этого нужно составить контент-план. Вы должны понять, что люди читают. Вы должны разработать эту стратегию, разработать, какие информационные сообщения вы можете давать. Тогда вы сможете их выдавать, а потом обратно снова проанализировать, вычеркивать какие-то, понимать, что это ошибочно, и выстраивать обратно свой план. Это вот как бы помогает, да, для этого нужна статистика, для этого нужен анализ, для этого нужен контент-план и стратегия. Это очень сложно звучит, но это очень просто сделать. Только нужно сесть, один раз сделать, а дальше уже просто вы будете там вбивать данные, и это будет занимать у вас очень мало времени. Рамки только ваша голова, все. Никто вам рамки, на самом деле, поверьте, не ставит, никто вам из руководителей не говорит, вот так не пиши, не делай текст проще. Ну, отправьте пресс-релиз СМИ в таком виде, в каком вы видите, а для социальных сетей адаптируйте его, более легкий вариант.
для понимания людей. Пусть там будут значки, пусть там будут какие-то смайлики, но это же классно, это повышает доверие, делает ближе вас к вашей аудитории. Соответственно, гражданин становится ближе к вам. Он думает, что вы такой же человек, а не какой-то госорган огромный, за огромным зданием сидит руководитель и ездит в бронированной машине, и мы к нему не достучимся. Ну, на самом деле, все легко, намного легче. Вот эта схема, да, анализ, изменение плана и снова анализ. Я предлагаю вам воспользоваться вот таким планом при разработке вашей стратегии и дальнейших шагов по изменению. Вот еще хотелось бы задать вопрос вам. Жулдыс, какой прогноз вообще, вот насколько живучими будут эти соцсети? Ну, всякие разговоры ходят, да, что рано или поздно Facebook тоже грохнется, и что повлияет на их продолжительность жизни или наоборот на укорочение периода этой жизни? Кто-то вообще делал прогноз? Где-то слышали вы об этом? Ну, я давно читала, в ближайшем прошедшем я не об этом не читала, но я знаю, что точно, что Facebook, понимаете, Фейсбуком мы пользуемся уже как минимум 5-6 лет, да, за это время мы все выросли, мы все ушли в то поколение, мы стали старше, и, соответственно, аудитория Фейсбука стала старше. То есть они все, понимаете, Facebook стареет, и люди, которые в нем, тоже стареют, да, мы тоже как бы вместе с ними и вместе с нами, мы уходим. И в Фейсбуке остаемся мы, добавляются другие люди, но те, которые пришли после, ну, то есть те, которые подросли люди, они Фейсбуком не интересуются, они заходят в Инстаграм, а еще моложе заходят в ТикТок, и вот это все будет вот так вот расти вместе с возрастом людей. То есть скоро превратится Фейсбук в Одноклассники, Инстаграм, он занимает свое место, я думаю, он очень долго будет существовать, ну, долго это, наверное, 3 года еще как минимум в активном состоянии. Но ТикТок, ТикТок тоже вырастет вместе с этими людьми, которые сейчас молодежь, да, и на замену к нему, к другой молодежи придет еще какое-то новая социальная сеть. Ну, то есть не нужно думать, что оно завтра умрет, и, может быть, не стоит этим пользоваться. Нужно пользоваться всем и всегда быть, я это тоже не сказала, но хотела сказать, про тренд. Нужно всегда следить за трендами. Нужно заходить в эти тренды и как бы, ну, то есть быть по ветру, как у нас говорится правильно. Что, вот. Да, вот еще бы на все это хватало времени, конечно, потому что это такой раздрай в голове на разные стороны. Что-то делаешь, а что-то упускаешь из виду. Конечно, очень сложно. И вы правильно сказали, Жулдыс, что должна работать команда все-таки. Не может один пресс-секретарь сегодня создавать вообще имидж или репутацию целому ведомству огромному. Вот, например, Минздрав, да, потому что, ну, там сейчас появились, конечно, люди, дети, ну, один пишущий всего человек, да, ну, кто-то, может быть, за социальной страницей там за 2 следит. Вот. А так, конечно, не хватает людей. Остальные там снимают, там кто-то ролики делает. Но это уже хорошо. Но, да, конечно, если говорим сегодня о пресс-службах госорганов, то это, конечно, должен быть не один пресс-секретарь. Их должно быть больше, как минимум 3 наверняка. Угу. Ну, в этом плане помогает, я кого-то перебила, сейчас я быстро скажу, в этом плане помогает контент-план. Допустим, когда вы на месяц планируете, да, какие-то вещи, вы знаете, что у вас событий не таких, вы можете их все написать быстро, там, за 2-3 часа быстро собрать информацию на неделю, подготовить ее и оставить. Там в контент-плане еще какие-то вещи, которые можно заранее подготовить. Если вы их просто как-то знаете, что вот это вот выходит, вам намного это сокращает время работы, да, и если тем более человек один в государственном органе, вам будет легче работать с этим, потому что у вас какая-то часть будет готова, какая-то часть запланирована, и это очень сильно сокращает время, потраченное на социальные сети. Вот. Я кого-то перебила там, простите.
Да, у меня звук появился, и поэтому хотела высказать. Это Гульмира из погранслужбы. Знаете, я с вами абсолютно согласна, что если имеется план, то работать уже намного легче. Но вот все равно вот эти новые тренды, которые появляются, те же ТикТоки, те же эти самые, за ними угнаться реально очень сложно. Потому что мы, допустим, очень сложно переключаться с одного языка на другой, потому что мы пишем, к примеру, здесь сидим, у нас есть, кроме вот этих пресс-релизов, у нас есть еще своя работа, это доклады и так далее, анализ нашей деятельности. То есть мы используем соответствующую лексику здесь, потом пишем пресс-релизы, стараемся как можно больше упростить, да, чтобы граждане понимали эти пресс-релизы, там, вот по минимуму уже стараемся использовать какие-то там выражения, такие служебные наши, жаргонизмы и так далее. А тут же надо писать для Инстаграма, тут же надо писать для Фейсбука. И вообще вот здесь вот у нас очень большая сложность, да, потому что у нас даже вот у меня ребята подчиненные, они уже привыкли писать такими выражениями, прямо как вот от нас требуют здесь. А уже Инстаграм и Фейсбук у них то же самое получается. То есть тексты такие же сложные, как там, допустим, в пресс-релизах мы пишем, тексты такие же вот. И некоторые вещи просто не упростишь, да? Ну, в вашей работе, да, наверное, какие-то есть вещи информативные, которые на самом деле не упростишь, но тогда надо их давать короче, отсылать их на сайт, да, там, ну, то есть применять разные техники. Допустим, если в Фейсбуке человек может больше информации воспринимать и там оставить больше текста, то в Инстаграме можно просто дать заголовок, либо там основную какую-то информацию, ну и туда, в принципе, в Инстаграм не нужно давать какие-то информационные там вещи, касающиеся там, границ или каких-то таких вещей официальных, да, туда можно больше рассказывать о историях пограничников, пусть ваш более официальный, более-менее официальный, который вы делаете легче, сообщение висит на Фейсбуке с фотографией, а для Инстаграма у вас будут какие-то, я думаю, что там у вас миллион классных историй про пограничников, да, которые служат, несут стоят на границе. Там, запланировать, что один раз в неделю вы будете рассказывать там, о пограничнике, а там у вас есть кинологи, есть собаки, есть какие-то вещи классные, о которых можно рассказать, что они там, ну, кроме секретной, конечно, там, что они там делают, там, допустим, что они едят, в конце концов. Мне всегда интересно, что едят солдаты, например. Когда я смотрю репортажи Нацгвардии, я всегда смотрю, что у них там на кухне. Кстати, Жилдыс, вы очень правы, Гульмирочка. Вот я тоже была единожды или дважды на погранзаставе, и мне было интересно, и я именно в эти внедрялась в места, как, например, общежитие, столовая. Мне было интересно, где ребята умываются, где хранится их одежда. Вот почему-то, вот как обывателю, мне было интересно именно вот на эту сторону жизни пограничников посмотреть. Вот, это... И знаете, кстати, я хотела сказать, ребят, знаете, смотрите, Тазалык же смог поменять стереотипы, сломать, да, Тазалык, Жибек. А как-то вот, ну, казалось бы, ну, что тут рассказывать? Ну, подметают и подметают, да, или там поливают и поливают. Но ведь они смогли поменять вот подход, что ли, да, вот к информированию людей о том, чем они занимаются. Вообще интересно, они молодцы. Ну, спасибо, я эти рекомендации обязательно учту. Но у меня вот вопрос к Джилдыс. Вот смотрите, мы открыли телеграм-канал, но сделали его только для личного состава Государственной пограничной службы. И потому что другие, допустим, телеграм-каналы других информационных агентств наши люди сами могут читать, а это решили давать внутренние новости, которые интересуют наш личный состав. У нас сначала было очень много, это потому что касалось коронавируса, кстати, коронавирус в этом плане нам очень помог, потому что мы там давали информацию, которую нам предоставляли наши китайские коллеги, как определить симптомы коронавируса в самом начале, как его лечить в начале там, болезни и так далее. Он был таким, пользовался популярностью. Теперь у меня почему-то там вернее, как количество подписчиков стало уменьшаться с катастрофической скоростью.
Хотя мы не продолжаем давать самые такие новости, потому что не все могут следить за телеграм-каналами других информационных агентств, к примеру. Мы продолжаем все это давать, но тем не менее, я не понимаю, да, что еще нужно сделать, чтобы вот было интересно. Мы даем о наших военнослужащих информацию какую-то там, допустим, поздравляем с днем рождения там кого-то там, и так далее, там простых, вернее, рядовых военнослужащих, не начальников, а вот именно рядовых. Какие-то фотографии архивные я уже вытаскивала тоже. Вот не могу понять, почему. Это же внутренние, это пограничники, Да, которые есть, да? Да. Ну, отписки это как бы нормальная вещь, не надо расстраиваться. Но дело в том, что у вас больше нет пограничников, больше, чем это, поэтому он не вырастет, да? Да. Какой-то все равно, какая-то определенная часть, она ушла, но не нужно на это обращать внимание, вы просто продолжайте свою работу, потому что ваша основная задача – это информировать внутренний состав. А те, кто вышел, они всегда, конечно, всегда в любой группе, в любых там социальных сетях есть определенная категория людей, которые подписывают и потом уходят. И в первое время они, может быть, подписались, потому что им было интересно, а потом, может быть, это как бы отвлекает их или еще что-то. Но не надо обращать на это внимание, вам нужно продолжать свою работу, потому что вы делаете это не для тех, кто ушел, а для тех, кто остается, и те, кто ждут этой информации. Ну, пограничников уже не становится больше, их не 6 миллионов, да, соответственно, расти не будет. А те, кто отписался, это такой нормальный процесс, не переживайте. Просто делайте свою работу, продолжайте. Но было бы классно, если бы вы открыли свой телеграм-канал для вообще общественности. Ну, мы думаем про это тоже человеческие ресурсы нужны, потому что сложно вести все это сразу, если честно сказать. Ну, думаю, что будем делать. Спасибо большое за ответ. Я еще раз повторюсь, что вы должны понимать, что сегодня ситуация изменилась. Не нужно там бегать за СМИ, чтобы дать информацию. Создайте свою аудиторию, создайте своих людей, которые читают вас. Да? Для этого нужно просто развивать ваши страницы. Вы должны первыми давать эту информацию, и пусть все люди у вас забирают, пусть СМИ забирают с ваших социальных страниц. Ну, я думаю, что у пограничной службы, я думаю, нет недостатка в читателях, особенно в моменты, когда случаются какие-то заштатные ситуации на границах. Ну, это естественно, правильно? И здесь, я думаю, это одна из лучших пресс-служб, которая справляется со своей задачей очень грамотно. А что еще? Ну, Гульмира просто, она просто идеалистка, наверное, она хочет, чтобы вообще все супер было, да, Гульмира? И так все хорошо. Я слежу за теми, кто выходит, записываю их и вношу в черный список. Я еще хочу как раз отметить, Елена, я вспомнила, сейчас вы начали говорить, что вот Гульмира говорит, да, отписываются, понимаете, вы должны быть готовыми, например, Минздрав, да, он нарастил свою аудиторию во время COVID, то же самое было со штабом правительства по коронавирусу. Но завтра, когда что-то произойдет, тьфу-тьфу, конечно, да, завтра, когда к нам, например, что-то будет на границе очень важное, пусть не плохое, пусть хорошее, но какие-то события, ваш телеграм-канал, ваши соцсети должны быть готовы для того, чтобы распространять информацию. И вот в такие моменты, знаете, что ваша аудитория вырастет именно в такие моменты, но вы должны быть к этому готовы, вы должны иметь какую-то базу, да, вот так же, как, допустим, всегда происходят какие-то события, и вы должны вот как раз пользоваться этим, и вот в эти моменты будет какой-то определенный рост. Вот я думаю, что у ПСМ тоже помог вот эти все события и карантины, ну, последние события, да, к такому росту повлияло. Но в этот момент, когда это событие наступит, вы должны быть готовы, вы должны быть во всеоружии. А момент всегда такой наступит. Коллеги, еще у кого-нибудь есть вопросы? Ну что ж, если Я думаю, вопросов много вот в процессе работы возникает. Конечно, за один вебинар мы все эти вопросы даже вот и не успеем рассмотреть. Сейчас даже иногда и не помнишь, что где у тебя получался застой, загвоздка. Ребята, вы все можете мне писать, я могу вам просто так в каких-то вещах проконсультировать. Не переживайте, это не платно, просто как человек, я всегда хочу помочь всем, поэтому
Можете спокойно писать, спрашивать. Спасибо. Спасибо. Джилдыз, у меня просьба большая. Вот чтобы начать подготовить контент-план, с чего надо начать? Вы можете поделиться, я не знаю. Например, вы работали с УПСМ, да? Вот элементарно поделиться, может быть, содержанием именно контент-плана, с чего начать, как это надо делать. Вот я сейчас открыла экран. Если вы видите, то я вам предлагаю начать с видов сообщений. Оценить, что у вас есть. То есть информационно понятно, да, все это делают, это в принципе, но это нужно прописать. Потом нужно какие-то познавательные вещи описать, что вы можете делать. И прям, знаете, сделать такой вот... Мы раза 4 собирались, и мы вот писали, да, что мы можем сделать, какие советы, какие-то объяснения, что может людей интересовать. Там. Были какие-то вещи, которые не понравились, да, какие-то вещи потом понравились. В общем, нужно делать мозговой штурм, вписывать прям вот, например, там, была тема, почему нужно пристегиваться, да, мировая статистика по поводу того, что там 70 человек погибает из-за того, что не были пристегнуты. Прямо вот такие примеры писали, там, познавательные советы, после каждого объяснения, предупреждения, мы это все там указывали, писали, потом, что может быть развлекательным, какие могут быть истории. Конечно, я не знаю, сейчас они делают, мы просто разработали на 1 месяц, на сентябрь. Они, ребята, потом его корректировали, да, но все нужно прописать, вот прям вот до мелочей, да, что вот делайте там советы и пишите, какие могут быть для вашей конкретной организации. Пишите объяснения, пишите. При этом нужно четко определить свою аудиторию, да, допустим, когда я смотрела в Фейсбуке фонд государства, например, Минздрав, он для всех актуальный, УПСМ для всех актуальный, ГУВД Бишкек — это Бишкек. Там, вот, например, фонд госимущества, у них такая специализированная аудитория есть, они там, каким-то предпринимателям, да, они должны точно понять, что у них есть аудитория предпринимателей, для которых нужно тоже делать какие-то отдельные, там, отдельный контент, да, там, какие, может быть, приветствия, какие фотки можно, и прям вот это все расписывать, фотку там девушки там, с УПСМ, фотография там нашего дружинника, нашего сотрудника, который участвовал в охране города в рядах дружины. Там поздравления, понятно, да, это у всех там наготове всегда. Там история такого-то сотрудника, он играет на гитаре. Там история там человека, который принес, допустим, у вас есть человек, к примеру, условный вахтер или сторож, например, да, там, или там Эдешка какая-нибудь, которая спекла пирог, принесла, угостила коллег, да. Ну, что тут в этом такого? К примеру, это, конечно, такой примитивный вариант, да? Но все это вы можете, все нужно до мелочей прописать сначала, разделить их вот на такие вот виды сообщений, и потом будете составлять вот эту часть, да, разделить для Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, что для вас важно, СМИ, можно, в принципе, не заполнять, потому что это исходит из того, что это такая текучка, да, вы эту часть даже можно, в принципе, мы там особо не парились, не заполняли. Важно это все сделать вот на те точки, на которые с Телеграм тоже можно отправлять, то же самое, что у СМИ отправлять, конечно, в упрощенном виде, да. В Фейсбуке абсолютно другая, какие-то вещи мы убирали, например, там мы под конец вообще убрали приветствие в Фейсбуке, это так глупо было, да, мы сначала все прописали, а потом решили убрать, потому что глуповато было в Фейсбуке каждый день, там, через день даже делать приветствие. В Инстаграме, в сторис это проходит классно, да, сторис смотрят, интересуются, например, там, доброе утро, там, девушки, машины, там, что-нибудь такое, как выезжают они на работу, например. Какие-то событийные вещи, которые с пресс-релизов приходят, тоже можно ставить, там, упрощать. Познавательная информация, советы. Ну, то есть сначала нужно вот виды сообщения, как пропишите, переходите сюда и заполняете на 1 месяц. Как только вы заполните и сделаете оценку эффективности, да, первый раз вам будет сложно, и вы будете, наверное, неделю, голова у вас будет болеть и ломать, но вы сначала пройдите этот этап, в следующий месяц вам просто будет, как нефиг делать, очень будет легко его уже сформировать, да, этот поток. И у вас будет просто на автомате. Через 3 месяца вы будете все на автомате делать. У вас все будет. И база данных, еще один важный вопрос. Должна быть база данных. Это касается той информации, вот, например, советы, объяснения, предупреждения, еще какие-то вещи. Вы все это храните, делаете систематизация, да, почему я об этом говорю. Я ребятам с УПСом тоже говорю, систематизируйте. Какие-то вещи есть, которые можно повторять
и через месяц, да, например, о правилах основных там для школьников, да, сохраняйте их сообщения, готовые в отдельной папке. Вот такие вот советы, объяснения, сохраняйте, сохраняйте, сохраняйте. Сообщения потом, как нужно носить маски, потому что вы приходите, да, например, у нас сейчас растет ковид, да, и вы идете искать там, и снова писать этот текст, или ищете тот старый пост. Но у вас в папке там дофига разных текстов про ковид, еще что-то, что вы можете, и вы можете это осторожно вытащить и обратно как бы продублировать, ничего страшного не бывает, вы можете чуть часть писать. Систематизировать нужно эти тоже сообщения и хранить их, потому что потом они вам тоже понадобятся. Спасибо вам за ответ. Эта таблица контент-план может быть у каждого разная, не обязательно его делать таким. Вы можете его абсолютно сделать так, как вам удобно. Но важно анализировать вот эти вот тенденции, да, что популярно, что не популярно. Какие-то вещи принесли негативные лайки, и вас там просто снесли негативными комментариями, вы прям его подчеркните красным даже, да, поставьте примечание рядом, напишите, что вот, и прям вот сделайте примечание и напишите, вот этот контент, вот это сообщение привело к ужасным негативным сообщениям. И потом, когда вы в следующий раз будете примерно такое же писать, вы вспомните, да, потому что вы для себя сделаете чек, вы вспомните, что, ага, вот это же в прошлый раз вот так вот было, лучше-ка я его, там, может быть, немного переделаю или вообще не дам, да. Вот. Поэтому Всё это важно. Вещи. Понятно, спасибо. Ну что ж, коллеги, я думаю, что наш семинар подошел к концу. Если у вас появятся какие-то новые вопросы, то Джилдыс нам уже сказала, что она всегда открыта и может вам всегда ответить и помочь. Давайте скажем спасибо нашему спикеру. Это с нами была Джилдыс Распакова. Я думаю, что она зарядила нас всех на продвижение наших страниц в соцсетях, зарядила на то, чтобы анализировать каждый пост, уделять больше внимания. Я думаю, что самая большая приятная новость для нас и в том числе для Джилдыс будет, наверное, то, что в скором времени мы увидим, как количество ваших подписчиков будет расти, а, допустим, контент, он будет только улучшаться, то есть качество контента будет улучшаться. Я напоминаю, что следующий вебинар состоится в следующий четверг. Тему, как обычно, мы скинем в нашу группу. Спасибо нашему спикеру еще раз, и спасибо всем участникам за уделенное время. Надеюсь, всем было все полезно. До встречи. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.